Всем привет, дорогие друзья! Привет! Смотрите, что нашла. Вите надо выйти. Всем привет, дорогие друзья, это Ветви. Всем привет! Мы направляемся сегодня в творческую студию «Пространство». Что там конкретно происходит, мы пока не знаем. Вот сейчас мы отправимся туда и узнаем. Самое интересное, что нужно знать о творческой площадке «Пространство», это то, что она находится в крайне интересном месте. Там, где раньше была церковь. Удивительное здание. Я помню, когда я был маленьким, я смотрел и думал, ничего себе, это как церковь может быть такой модерновый, такой классный, непонятный. Я не знала, что это церковь. Я всегда мимо этого здания проезжала и никогда не задумывала, что церковь может быть такой современной. О чем я и говорил. 2 секунды, одна. Все, можно идти. Тут написано, что каждого, кто посягнет на чужое, постигнет суровая кара. Мы пошли. Что делать? Very excited. Студия «Пространство» создана одним из самых именитых фотографов Якутска Алексеем Павловым. 4 павильона с разной философией, гримерки, коворкинг-центр и оборудование для съемки. Все, что может понадобиться для творчества. Привет, расскажи, как возникла идея создать такое пространство? Да, возникло в основном из-за Москвы. В Москве очень много студий, которые сдаются в аренду. Но стало то время, когда можно сделать именно такое в Якутске. Когда увидел это здание, зашел сюда, 4 метра потолка, огромное пространство. Здесь должна быть какая-нибудь творческая студия. И решил в амбициозный проект войти. Огромные окна, удобная мебель. В общем, мы здесь остаемся жить. В самой большой комнате там балаган якутский, почти в натуральной величину. И рядом большая циклорама, которая тоже там 4-метровые потолки, там то, что мне надо. Белые большие окна в пол, которые я хотел всегда. Такой хороший свет, естественно, дают. Вот, ну, как бы для себя и для всех. Это еще одна из многих локаций. Здесь, как вы можете видеть, много всего интересного. Я не знаю просто, как сесть на нее. Допустим, если вам не нравятся спиннеры, то вот прекрасный способ провести время. Если сильнее качнуть, то Маша просто улетит в циклораму. В этом помещении можно пользоваться естественным светом. Также есть различный реквизит. В павильоне есть стена коричневого цвета, есть стена цвета морской волны, есть циклорама, есть зеркала, есть деревянная лестница, есть ширма, есть окна. Можно создавать светотеневые композиции, можно качаться на букве «С». Да что вам еще нужно в жизни? Я так понял, что пространство предполагается еще не только как просто студия под аренду, но и как такое сообщество фотографов, видеографов. Это как здание не мое, я здесь просто как арендатор. Эту сумму надо отбивать, и как раз я надеюсь, что так и будет, что студия как раз будет отбивать это все. Но всегда хотел сделать некое подобие клуба, чтобы вывести наших людей, там, студийных фотографов, да и вообще как больше творить, а не зарабатывать, да. У меня 2 клетки с цветами. Маша, лови букет! Еще раз лови букет. А и вот во второй раз она его поймала. Здесь прекрасная возможность зимой будет посидеть на лугу. Здесь как бы локация сделана под дерево. Не какие-то фотообои, между прочим. Ну, в общем-то, как вы можете видеть, здесь не только съемки проходят, но и фехтование на окрашенных ветках. В этом павильоне есть абсолютно удивительные вещи. Если до этого мы видели только кубы, то здесь есть параллелепипед. У тебя есть карта, Джек? Лучше у меня есть рисунок карты.
Здесь есть различный реквизит для фотосессий, милые фонарики, разные клеточки с цветами, которые подойдут как раз-таки женской, нет, прекрасной половине человечества. Можно создавать какие-то романтические образы на фоне вот этих стен пастельных тонов. Это романтический образ. У нас в городе такая достаточно уникальная ситуация, что вот фотографы, видеографы практически все друг друга знают, все между собой общаются. А не боишься ли ты, что когда у всех еще будут при этом одинаковые инструменты для творчества, что у них будут получаться похожие работы? Здесь относительно очень мало индивидуальных фотографов, точнее индивидуальный характер, черта, либо вот фотограф, который снимает ЧБ, вот фотограф, который вот узконаправленный. У нас все вот грубо, и если, например, я что-то сниму, и потом кто-то из молодых что-то снимет, да, и там кто-то другой, фактически одинаково. Я думаю, когда у всех будет одинаковая техника, люди начнут творить, но выбиться надо. И как раз творчеством как раз будут отличаться. Фотографы будут отличаться именно своим вкусом и своим творчеством. Ради этого я это и создаю. Ну и открыть просто горожанам возможность снимать в студии. Здесь цены демократичные, от 500 до 1500 в час. Да? Одна съемка в среднем 3000 рублей стоит в городе. Тут люди приходят, они спокойно, нормально себе зарабатывают и людям приятно делают. Отдельного упоминания заслуживает такая классная опция, как онлайн-бронирование. Можете просто зайти на сайт, посмотреть, какое время занято, на какой конкретный павильон. Это очень здорово, потому что мы живем, в конце концов, в постиндустриальном обществе, можем себе позволить онлайн-бронирование. Всем привет, я Маша. Всем привет! Сейчас мы запишем небольшое интервью с хозяином этого здания. Это кошка по кличке Спейсик. На самом деле здесь кружки, как вы можете видеть, здесь написано «Пространство для творчества». Кошка является продолжением структуры здания и контролирует все жизненные процессы в этом помещении. Здесь мы видим еще одно зеркало, и я так думаю, оно предназначено для того, чтобы делать макияж, прихорашиваться перед фотосъемкой. Чертовски хороший кофе. Такие зеркала есть здесь в 2 зонах, но вот это в более укромном месте находится. А это кошка, которая майнит криптовалюты. Посмотрите, как много у нее дорогущих видеокарт. Здесь святая святых — это склад техники, это сейф. Вообще все, что вам может понадобиться во время съемок, здесь есть. Вообще у нас в Якутске я никогда не видела такого большого пространства для творчества. Вот в мое время нужно было это все покупать за большие деньги. А сейчас вот, пожалуйста. Мне кажется, это место наберет большую популярность среди людей-фотографов. Вообще вот эта атмосфера нормальной студии. Да, Маша? Ты приходишь и чувствуешь рабочую атмосферу, и чувствуешь прям вот эти все возможности. Вот это то место, где все могли бы собираться и действительно вместе расти. Ну что ж, мы желаем удачи студии «Пространство», дальнейших творческих успехов, развития и выработки собственного почерка художественного всем участникам этой. Да, это главное. Спасибо. Сегодня мы побывали в творческой студии «Пространство». Да, нам здесь очень понравилось. Огромное количество инструментов для творчества. Сразу же появилось вдохновение что-то делать, что-то творить, беситься, бегать, прыгать, снимать. Студия «Пространство» открыта абсолютно для всех. Да, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Мы будем ждать. С вами была программа «Ветви». Всем пока. Пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.